Я Маршинцев Виктор Клавдиевич. С рождения Корякин Виктор Филиппович. После смерти матери, первой жены Филиппа Ивановича, меня, тогда трехлетнего мальчика, отдали на воспитание родителям жены. Это Клавдий Васильевич Маршинцев и Анастасия Николаевна Маршинцева. И они записали меня на свою фамилию, и я стал Маршинцевым Виктором Клавдиевичем. После окончания Вилюйской средней школы я поступил на учебу в Томский университет, на геологический факультет, и закончил его по специальности геология и химик. В 1960 году я вернулся в Якутск и какое-то время действительно жил у Павла Ивановича Корякина. Павел Иванович Корякин – это младший брат моего отца. Я его знал еще мальчиком, даже тогда не учился. Он жил по улице Лагерная, теперь это улица Петра Алексеева. За 4-м магазином были 2 двухэтажных деревянных дома. В одной из квартир он там жил. Мы же жили поблизости, на улице Лагерная. Вот. Почему она называлась Лагерная? Потому что в конце этой улицы были военные лагеря. Павел Иванович тогда, в годы войны, очень часто, помню, приходил к нам, обедал у нас. Насколько я помню, он, видимо, помогал какими-то продуктами в годы войны. Вот. После окончания учебы в Томском университете я какое-то время жил у Павла Ивановича. Вот. И Павел Иванович, конечно, очень много, так сказать, большую роль сыграл в моей судьбе. Он курировал, постоянно следил, где я работаю, как я живу. И постоянно я у него был в гостях. Вот. И когда я приехал с учебы, он уже был тогда женат на Лидии Дарминотовне Дауровой. Она врач. И в их доме жил, помимо, так сказать, их, жил еще их отец Лидии Дарминотовны. Вот. Ну, так получилось, что на протяжении всего периода я практически общался с Павлом Ивановичем. Павел Иванович был один из первых выпускников пединститута. Потом, видимо, он кончил партийную школу, и поэтому он работал в высших партийных, так сказать, органах, обкоме партии, и вроде был вторым секретарем обкома по идеологии. И насколько я из рассказов Павла Ивановича и близких ему людей, я понял, что он в свое время очень много занимался делом Башарина. И даже в определенной степени он пострадал в том, что он защищал именно дело Башарина и помогал ему. Вот. Ну, что я должен сказать? До конца его жизни мы были очень близки, и постоянно многие дни рождения и его, и Лидии Дарминотовны мы отмечали все вместе. Я и моя жена. Ну что, я действительно Кузьмина Земфира Макаровна, супруга Виктора Клавдиевича. Вот, вошла я в семью Корякиных, где-то в начале 70-х годов, в конце 60-х. Вообще, конечно, Лидия Дармидонтовна Даурова, это был мой, наверное, первый наставник, учитель. В неврологическом отделении она работала с 40-х годов с основания, а я пришла туда в 65-м году. Ну, позже, конечно, вот такое раньше неврологов было мало,
и поэтому мы все очень часто собирались в семье леди Дербинонтон, и там я познакомилась с Павлом Ивановичем Корякиным. Ну, судьба свела нас с этой семьей в конце 60-х, 70 начале 70-х годов. Я вошла в семью, так сказать, ну, практически вот став супругой Виктора Клавдевича, вот мы уже почти на будущий год будет 50 лет, как живем вместе. Ну, я считаю, что для нас с Виктором семья Корякиных – это ну, вторая наша семья практически. Они были с нами всегда. Вот, и как-то, мне кажется, вот по своему духу, по складу, по характеру мы как-то, знаете, в общем-то, были очень близки друг к другу. И фактически это была после моих родителей вторая семья, семья Виктора. Ну, конечно, очень много связывает нас с ней. И до конца дней мы, до смерти Павла Ивановича, до самого конца жизни леди Дербидонтона, мы были всегда вместе, рядом. Так, как это бывает обычно с близкими людьми, с родителями. Ну, вы знаете, эта семья была, конечно, особая. В начале своего знакомства, конечно, я немножко стеснялась, потому что мне казалось, это такие большие, знаменитые, известные всей республике люди. Но потом оказалось, что, в общем-то, очень сердечные, гостеприимные люди. И, конечно, еще, наверное, сыграла роль, что у них погиб их сын Саша, который, вот, ну, несчастный случай, он уже, наверное, ему сколько, наверное, за 70 уже Саша было бы. И поэтому в какой-то степени, наверное, Виктор, а потом и я, мы как-то заменили им их детей, потому что в основном фактически мы для них были, ну, как бы их близкие люди, как дети. Они, в общем-то, и надеялись на нас, и верили в нас, и всегда мы были, в общем-то, да я не помню даже случая, чтобы мы когда-то там обижались друг на друга или там как-то вот свой характер показывали или там еще что-то. Вот до самого конца жизни мы, в общем-то, я считаю, что были друг другу, вот это их семья и наша семья, наши дети потом. Это, конечно, это была семья. Через Павла Ивановича я познакомилась практически со всеми родными вот, детьми Филиппа Ивановича. Вот, с кем-то больше, с кем-то меньше. У нас жили во время подготовки к учебе сын старшей сестры Филипп, который сейчас уже много лет, кончив институт, работает в Тыве. Вот, значит, Гриша у нас был, сын Наташи, самый младший. Ну и, конечно, поэтому мы в основном знали всех, кто был. Толя со своей семьей часто останавливались у нас. И поэтому как-то, знаете, вот семья Корякиных, она практически стала второй моей семьей. О чем мы всегда жалели с Лидией Дорвидонтовной, и что она не побывала в Верхневилюйске. И я, несмотря на то, что вот мы столько лет вместе, как-то вот я объездила всю республику за 52 года своей работы, как-то вот никогда меня судьба в Верхневилюйск как-то не заносила. И поэтому, ну, я не теряя надежды, если здоровье позволит, то, может быть, на будущий год все-таки побывать на родине Виктора. Мы очень близко дружим с семьей, с сыном Клавдия, с Юрой, с его супругой, с девочками, которые сейчас, к сожалению, все разъехались и живут в Америке. И поэтому, когда мы бываем в Москве, мы всегда встречаемся. Вот Юра, его супруга, мы как-то вот, ну, очень близкие друг другу люди. Поэтому, ну, не знаю, самое теплое воспоминание, самое доброе чувство такое, знаете, благодарности за то, что вот так свела меня судьба с этой семьей. Они так, в общем-то, остались. И, конечно, мы очень рады, что выйдет, ну, книга, в каком бы она ни была виде, в бумажном, там сейчас современном, в электронном ли виде. Это какая-то будет память отцу Филиппу Ивановичу, которого я знаю только по фотографиям и по
значит, вот по рассказам его детей. Ну, что можно еще сказать? Ну, вот так вот прошла очень большая жизнь у нас. Мы уже люди достаточно, ну, как уже такого возраста, когда можно говорить уже, так сказать, все, что ты думаешь, вспомнить все самое хорошее. Вот, и я думаю, что нам есть что вспомнить. И мы вот отправили фотографии многочисленные из альбомов и лидер беднотный Павел Иванович. Я думаю, что они в какой-то степени тоже расскажут о жизни нашей семьи, семьи Корякиных. Спасибо. Аня!